И большие сложности в жизни людей. Мы впервые за 23 года оказались в ситуации, когда вынуждены объяснять власти, как важно для человеческого сообщества хранить память, как важно ныне живым собираться в определенный день совместно с другими и вместе помолиться по душам мертвых. 18 мая 1944 года было вселенской катастрофой для Крыма и для крымско-татарского народа. В течение нескольких дней отсюда депортировали весь крымско-татарский народ. Крым тогда осиротел. Еще через месяц отсюда депортировали людей по национальному признаку, тех, кто жил в Крыму, греки, армяне, болгары. А еще до этого, в 1941 году, депортировали немцев, которые жили в Крыму. Очень важно, если мы хотим думать о сегодняшнем Крыме, и тем более о завтрашнем, очень важно, чтобы Крым знал свою историю, свою трагедию, и те люди, которые здесь поселились после этих трагедий, чтобы они хотя бы могли соприкоснуться с переживанием тех, кто прошел через эти испытания. Мы каждый год, 18 мая, накануне 18 мая, своими мероприятиями сближали людей, которые живут в Крыму. И с каждым годом все больше людей других национальностей, тех, которые, может быть, даже не знали историю Крыма, трагические из его страницы, они выходили вместе с нами. В этом году нас решили не только разъединить, но и решили, в общем-то, в принципе, воспрепятствовать, закрыть, уничтожить нашу память. В течение нескольких дней были сложнейшие консультации, переговоры. Я не буду оценивать юридические качества тех документов, которые издавались в Крыму. Придет время, они будут названы, я в этом убежден, ничтожными с точки зрения юридической силы. В Конституции Российской Федерации минимум 2 статьи этими указами, этими документами подвергнуты высмеиванию. Это те статьи, которые говорят о правах и свободах человека, собираться мирно, без оружия. И та статья, которая говорит о том, что только лишь федеральными законами могут быть запреты, и только лишь в ситуации с чрезвычайным положением. Мы что, сегодня живем в чрезвычайном положении? Мы что, сегодня местными указами можем делать ничтожными федеральные законы или тем более Конституцию Российской Федерации? Я думаю, тут большое поле для прокуратуры. Тут большое поле для правозащитников. Я думаю, тут большое поле и для тех, кто объявляет себя гарантом соблюдения прав и свобод России. Мы уходим сейчас от этих оценок, от этих документов. Мы вынуждены исходить из того, что для исполнения этих документов, в юридической силе которых мы не только сомневаемся, но мы говорим, что они ничтожны, но ждем теперь судебных подтверждений, в исполнении этих законов подготовлены специальные силы. Дискуссия или получение удовлетворения от того, что эти документы ничтожны, после того, как жизнь людей подвергнется угрозе, или, не дай Бог, что-то случится непоправимое, мы не хотели бы. Мы не хотим, чтобы завтра здесь следование гражданами законам существующим было бы воспрепятствовано другими с использованием силы. Все те мотивации, из-за которых запрещены и сегодня акция «Реквием. Зажги в своем сердце огонек», и завтра все крымский траурный митинг, все эти мотивации мы считаем надуманными. Мы проходили через это в начале, в 80-х годах, когда, чтобы крымские татары вообще не могли въехать в Крым, здесь объявляли карантины, здесь выстраивали войска. Такое, знаете, ощущение дежавю. Мы возвратились в 88-й, 89-й, 90-е годы, 87-й еще, когда все это начиналось. Что мы сегодня решили? Мы прежде всего исходим из безопасности людей. Людей, которые придут помолиться вместе память о своих близких, родных, которые погибли
депортации. Мы исходим из спокойствия других людей, которые, может быть, даже не понимают, зачем мы должны собраться, почему мы стремимся быть вместе, но которые тоже испытывают беспокойство, потому что их так напугали. Мы думаем о безопасности всех. И хотя мы не являемся носителем этой опасности или каких-то угроз, мы предприняли следующие формы завтра проведения траурных мероприятий. В каждом селе, поселке, где проживают крымские татары, с 8 до 9, 9:30 утра состоятся траурные молебни, траурные мероприятия. Место проведения в селах, поселках местные меджлисы определят вместе с главами сельских или поселковых советов. В каждом районе и города у памятников, у поминальных камней, у памятных досок, сооруженных память жертвам депортации крымско-татарского народа, также состоятся молебни, траурные мероприятия в каждом районном центре и в каждом городе. Где конкретно, у какого конкретно памятника, потому что в некоторых городах их может быть несколько, или памятных досок может быть несколько, региональные меджлисы определятся вместе с главами районов и мэрами городов. Что касается Симферополя. Мы впервые в такой ситуации, когда до самой последней минуты ставится препятствие к реализации людьми неотъемлемых своих прав, в том числе права на мирное собрание. Я хочу посмотреть на часы. Сейчас 16:05, накануне 18 мая. Буквально через несколько часов должно было бы начаться акция «Реквием», «Зажги в своем сердце огонек» на Центральной площади. А мы еще все в стадии согласовывания с властью. Мы отменили эту акцию. Пусть это будет на совести тех, кто вынудил нас ради защиты, ради безопасности людей пойти на этот шаг. Что касается города Симферополя, мы не можем каждому человеку за такое короткое время сообщить, не приходить ему туда, где он обязан помолиться. У нас в городе 2 таких места. Это сквер у железнодорожного вокзала, это первый памятный камень, который был установлен. И туда приходят люди, их туда никто не зовет. И второе место – это в парке Салгир, у парка Салгир. Там есть мемориал жертвам депортации. Туда тоже приходят люди. Мы попросили наших имамов, и попросили мы членов региональных меджлисов находиться там с 11 часов. Находиться там с 11 часов, чтобы когда придут люди туда помолиться, имамы им помогли в этом, а потом люди могли оттуда пойти дальше уже по другим мероприятиям. Чтобы там не было такого скопления, которое этой властью может оценено как массовое мероприятие. Вы понимаете, мы вынуждены даже регулировать моменты, связанные с такой интимной сферой, как моление человека в тех местах, которые специально для этого были определены, и тоже на основе соответствующих законов. Люди выбрали это место, и соответствующими законами они их оформили. Вот в 2 местах в городе Симферополе, сквере у железнодорожного парка и сквере у парка Салгир, с 11 часов те люди, которые будут приходить, чтобы помолиться, положить цветы, там их будут встречать имамы, наши члены меджлисов, для того, чтобы быть вместе с ними, и эти люди по исполнению этих обрядов пойдут дальше. 13 часов. В поселке Ахмедчит, города Симферополя. На площади перед мечетью мы проведем
траурные мероприятия, молебен по всем жертвам геноцида крымско-татарского народа. Туда придут все те люди, которые проживают рядом, в Симферополе, в Симферопольском районе. Возможно, туда приедут и те, кто живет в других местах. Там мы будем вместе со своим народом, и мы таким образом проведем день нашего единения с теми, кто не дожил до этого дня. Этим днем мы продемонстрируем, что те, кто собирается убить память любого народа, и не только крымско-татарского народа, это самые большие циники в мире. Мы не дадим никогда, чтобы убивали нашу память. Мы не дадим, чтобы убивали память любого из народов. Нас хотели поставить в эту ситуацию, они этого не достигнут. Мы завтра проведем все эти мероприятия в соответствии с тем планом, который мы утвердили. Колонны отменяются. Не подскажете, почему современная власть, нынешняя местная, воспринимает крымско-татарский народ как угрозу? Надо спрашивать у них. Я думаю, что у них еще много других фобий. Я думаю, что этот вопрос надо больше адресовывать также и центральным федеральным органам власти, и прежде всего президенту Российской Федерации. Его указ от 21 апреля в той части, где поручено органам, Совету министров Крыма, Законодательному собранию Севастополя оказать содействие проведения памятных мероприятий, с нашей точки зрения его указ тут оказался не более чем по желанию. Но диалог возможен с местной властью вообще? Мы всегда были готовы к диалогу, и мы не уходим от диалога. Диктат невозможен ни с чьей стороны. Я могу предположить, что это предложение было с чьей-то стороны, которые знают немножко историю крымско-татар. Это в те советские коммунистические времена, когда крымским татарам запрещали проводить мероприятия траурного 18 мая, они собирались на кладбище. Но то, что это удосужились написать документ, это уже история, это оценит, мы оценили. Спасибо. Sağ olun.